Вы смотрите еженедельную итоговую программу «Якутия день за днем». В материалах наших корреспондентов расскажем о главных событиях в Якутии и за ее пределами. В студии Александр Лысак. И вот главные темы выпуска. Морозы отступили. Праздник на высоте 2000 метров, День гражданской авиации отметили в России. Расскажем о новых самолетах и проблемах аэропортов. Морозы отступили, но преступники не дремлют. В столице стали чаще воровать портативные гаражи. Расскажем на примерах, как сберечь свое имущество. Якутск – лучший город России. Блогеры и путешественники в один голос твердят «да», что думают сами якутяне. Вышли на улицы и спросили у горожан, как превратить столицу республики в туристический центр страны. Спортивный праздник с горьким привкусом. Почему нападки на российских спортсменов перед зимней Олимпиадой в Южной Корее – это лишь начало. Об этом поговорили с известным лыжником Никитой Крюковым. Есть на что посмотреть, кроме Олимпиады. Они чемпионы Европы, мира, но не Олимпийских игр. Их дисциплин нет в заветном списке. Почему им это не нужно? Наши корреспонденты встретились с якутскими неолимпийцами. Они всегда между небом и землей. Гражданской авиации России 95 лет. Сегодня в стране более 2500 самолетов и вертолетов. Тушат пожары, оказывают медицинскую помощь и, конечно же, перевозят пассажиров. В прошлом году услугами российских авиакомпаний воспользовались 105 миллионов человек. Большая часть перелетов по России. В списке популярных маршрутов Москва-Сочи и Москва-Краснодар. Минск, Тбилиси и Ереван – главные заграничные направления. В Якутии у авиации особая роль. Иной раз добраться до северных районов можно только по воздуху. У нас даже свой день гражданской авиации в октябре. Сегодня в республике 3 крупных авиакомпании. Алроса, Полярные авиалинии и Якутия. Всего 97 воздушных судов. Российские, канадские самолеты, десятки вертолетов. Флагман авиакомпания «Якутия» летает больше и дальше по России и за границу. Флот отечественный и иностранный. За 15 лет выполнено 170 тысяч рейсов. Наша съемочная группа отправилась в полет с экипажем, понаблюдала за работой в воздухе и на земле, а потом спросила у пассажиров, как им на крыльях Якутии. Пустые сиденья, экипаж уже внутри. Подготовка к вылету в самом разгаре. Заправка самолета, загрузка багажа. Через считанные минуты первые пассажиры. Вереница людей. Менеджеры, инженеры, домохозяйки, юристы. Сухой Суперджет 100 заполняют за считанные минуты. Места заняты, короткий инструктаж и знакомство с экипажем. Если вам нужна помощь, обращайтесь к бортпроводникам. Бортпроводницей стала случайно, признается Зинаида. Журналистка из Ленска круто поменяла жизнь 3 года назад. Отправила резюме в авиакомпанию, прошла кастинги и собеседования. Летает не только по России, бывает и за границей. Песню про стюардессу по имени Жанна слушала не раз. Ангел мой неземной, ты повсюду со мной, стюардесса по имени Жанна. Мне так однажды друзья спели, когда узнали, что я стала стюардессой. Стюардесса по имени Зина, да. Иногда пассажиры так тоже. Вообще очень многие пассажиры, не только мужчины, но и женщины делают комплименты, что очень тоже приятно. Работать на земле уже не сможет, уверена девушка. Офис, график с 9 до 18, как страшный сон. Даже первое время, когда ты только-только начинаешь летать, ты влюбляешься в эту профессию, ты влюбляешься в эти самолеты, да, ты влюбляешься в этот мир, который ты видишь в округе. Здесь совершенно другая жизнь. Это не сравнить с землей. Пассажиры спят в полете, читают журналы, летят с комфортом по-домашнему. Российский лайнер «Сухой Суперджет 100», в отличие от «Боингов» и «Эйрбасов», ближнемагистральный самолет, рассчитан на небольшие расстояния. У авиакомпании «Якутия» 5 таких машин. У Суперджета множество конкурентов по всему миру. Это и бразильский Embraer, и канадский Bombardier. В чем же выигрывает российский авиалайнер? Во-первых, в цене. Она ниже на 2-3 миллиона долларов. А во-вторых, в комфортабельности. Ширина каждого кресла 46,5 сантиметров. Никто не бьется локтями. А внушительное расстояние между сиденьями позволяет спокойно вытянуть ноги даже самому высокому пассажиру. Дамы и господа, мы прибыли в промежуточный порт посадки Нерюнгри, пассажиров, полет которых завершен. Я желаю всего доброго. С остальными мы встретимся на борту через 1 час.
Его всегда слышат, но почти никогда не видят. Андрей уже 9 лет за штурвалом. Капитан воздушного судна всегда начеку, чувствует ответственность во время каждого вылета. С течением времени волнения уже проходят, и появляется не волнение, а вот собранность, контроль всего, что ты должен сделать. Пассажиры уверены, пилоты Якутии лучше всех готовы к полетам в условиях густого тумана. Спрашиваем Андрея, скромничает. У нас особенность климата в Якутске такая. В других регионах свои тонкости работы и свои сложности. То есть где-то приходится сталкиваться с сильным ветром, с порывами, где-то с обледенением, со снегопадом. Рейс завершен, люди получают багаж, полетом довольны. Полет прошел удачно, молодцы пилоты, вообще весь персонал. И вообще я первый раз в городе Якутске, думаю, мне сейчас понравится, отдохну. Замечаний нет, нормальная линия, Якутия, класс. Все вовремя, немножечко задержки, это бывает, а так вообще все в порядке, все хорошо. Понравилось, давно не летали. Удачи всем, главное здоровье и процветание. Пассажиры разъедутся по делам, экипаж начнет готовиться к новому полету. К напряженному графику стюардессы и пилоты привыкли. Говорят, жить без неба уже не могут. Самолеты без неба умрут. Мы загнемся без стюардесс. Я не сдамся, я небо люблю. Я имею к нему интерес. Александр Лысак, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. Авиация – это не только пилоты и стюардессы. Здесь же служба безопасности, техники, инженеры. Если небо – это территория самолетов, то земля – вотчина аэропортов. В Якутии их более 3 десятков. К главной воздушной гавани, международному аэропорту Якутска, претензий почти нет. В других городах сложнее. Список проблем внушительный. Аэропорт Нерюнгри, одного из крупнейших городов региона, яркий тому пример. Места внутри не хватает, люди иногда стоят на улице в ожидании рейса, а здание старое, изначально не приспособленное. Что самое интересное, рядом с действующим аэропортом в 2 метрах огромный долгострой. Именно он 30 лет назад должен был стать аэровокзалом. О заброшенной стройке и будущем Нерюнгринской воздушной гавани мы поговорили с Николаем Бойченко, директором аэропорта. В авиации 25 лет в этом году будет. Поэтому в этом предприятии начинал с аэродромной службы, сменным инженером, начальником аэродромной службы, заместителем директора. С 2016 года работаю директором этого аэропорта, зная все проблемы, коллектив. Почему авиация? Почему в таком случае авиация? Авиация? Авиация – это самая интересная отрасль. Вообще в авиации я считаю, что большей частью работают люди, скажем, не столько за деньги, а за идею. Интересно. Николай Александрович, но все-таки давайте мы поговорим о здании аэровокзала в Нерюнгри. В каком состоянии сейчас находится? Давайте говорить объективно, максимально. Потому что очень много людей говорят о том, что аэропорту, аэровокзалу нужна реконструкция. И вот сейчас мы находимся, по сути, это, если мы сравниваем с главной воздушной гаванью республики, с Якутском, условно, это даже не накопитель по размерам, если сравнивать с Якутском. К сожалению, вы правы, только маленько я уточню. Здесь мы находимся, да, это аэровокзал, он находится в приспособленном помещении. По техническому паспорту он вообще называется накопитель. Изначально он планировался в 80-х годах. Это здание предусмотрено было под грузовой терминал. Но так уж получилось, что в 90-е годы в связи с известными событиями стройка была прекращена, финансирование проводилось по линии Министерства угольной промышленности СССР. В 90-е годы, понятно, оно исчезло. И поэтому решение было принято с вводом новой полосы, и началом эксплуатации воздушных судов 1-го класса, ввести в эксплуатацию, в действие наш аэропорт. Но аэровокзала как такого построить не успели. Используем это помещение. Мы оптимально отрабатываем и для пассажиров комфорта, и для работников, когда у нас один рейс.
совмещения нет. У нас и стойки регистрации, как вы видите, только их 2. Вот. А вот когда 2 рейса и более, ну, конечно, сложность возникает. Вот. То есть пассажиров много, теснота. И, Мест понимаю, свободных нет. мест свободных нет. Вот, скажем так, ну, присесть. Вот. Хорошо, когда молодой, здоровый. Если в других аэропортах ты прошел досмотр, зашел в среднюю зону, там кафе, там какие-то киосочки, можно присесть, можно что-то купить, можно что-то послушать, посмотреть, то у нас этого нету, конечно. То есть там заходишь просто и сидишь вот, в тесноте, а еще и стоишь. 95 лет гражданской авиации России. Как ждете? Как встретите этот праздник? И чего, конечно же, ждете? Ну, мы встречаем этот праздник с хорошим настроением, наш коллектив. Почему? Вот 2016 год, 2017 год у нас стабильно растут наши производственные показатели, вот, пассажиропоток. Вот. Несмотря ни на что, наши все неудобства. Вот, пассажиров, скажем так, что мы с большим удовлетворением воспринимаем, у них больше транспортная доступность. Вот, к примеру, ну, число пассажиров, обслуженных нами, за 2017 год выросло на 41% по отношению к 2016 году. То есть люди больше летают в отпуска, куда-то, может быть, еще по каким-то проблемам, необходимым надобностям. Так, коллектив слаженный, стабильный. Вот. По производственным процессам у нас проблем нет. Единственное, что, ну, я, может быть, повторюсь, это, конечно, вот, определенные неудобства вот, с обслуживанием пассажиров на нашем вокзале. Как давно здание, нынешнее здание аэропорта, нуждается в реконструкции? Потому что понятно, что оно морально и физически устарело. Оно нуждается со времени ввода в эксплуатацию, с 1987 года. Оно изначально ввелось в эксплуатацию не соответствующим по требованиям, просто по обслуживанию пассажиров. Вот. Зал ожидания совмещен с операционным залом. Вот. Зона досмотра по площадям недостаточно. Стерильная зона недостаточно. Плюс, понятно, она не обустроена и качество обслуживания не соответствует требованиям. Памятник самолету Як-40. Почему Як? И как коллектив его дотащил сюда? Почему Як? Это наш труженик. Он особо поработал в нашем регионе. Вот, наиболее интенсивные все полеты, груза, пассажиры произвелись на этом самолете, на этом типе. И ну, общепризнанно, это лучший планер нашей Российской Федерации. Самолет очень хороший, надежный. Вот. Как мы установили, всем коллективом, как бурлаки, веревками ограждение вырезали и веревками с перрона затащили на подготовленный забетонированный заранее фундамент, постамент. Ну вот вы когда на него смотрите, о чем думаете? О чем я думаю? Вспоминаю, как я учился и как летал на этом самолете рейсом Нерюнгри, Тахтамыгда, Чита, Иркутск и обратно. Хороший самолет. А площадь вот этих зданий недостроенных, какая она? Ну, довольно значительная, я точно сейчас не могу сказать. Вот, три здания, вот тут столовая на 60 мест, это гостиница на 600 мест и аэровокзальный комплекс, вот, который у нас слева от нас расположен. Какая судьба ждет эти здания? Так, заключен контракт, насколько я знаю, вот, на их снос, вот, срок исполнения конец текущего года. То есть здания полностью снесут? Да, здания полностью должны быть снесены с последующей рекультивацией земельного участка. Здание разваливается. Вы говорили, что оно в аварийном состоянии уже, по сути, находится. Да, здание в аварийном состоянии. И по этой причине я уже говорил, что заключен контракт
вот, между собственником этого здания, вот, комитетом земельных и имущественных отношений районной администрации и подрядчиком на снос этого здания аварийного. Какие у вас эмоции возникают, когда вы смотрите на вот эти огромные заброшенные стройки, которые, по сути, должны были нести серьезную перспективу? По-русски сказать. Ну, грустно очень. Потрачены значительные финансовые средства, строили, сейчас будем ломать. Без разницы, кто строил, без разницы, кому ломать. Это же мы все. Вот мы построили, вот, плохо, наверное, думали, когда строили, плохо думали, что бросили. Вот, ну а сейчас будем ломать, вот, и строить новый вокзал. Ну, как-то так. Обидно? Обидно, конечно, обидно. Всем обидно. Новость, которая появилась о том, что собираются реконструировать здание аэровокзала. Но по сути здесь мы понимаем, что нужна не реконструкция, а нужно новое здание. Конечно. Как вы восприняли новость о том, что возможно реконструкция, возможно появление нового здания, новость, которая появилась буквально несколько дней назад, потому что у вас перед глазами есть, давайте будем говорить честно, не самый лучший пример. Да, ну какие чувства? Радость, надежда, оптимизм, что наконец-то у нас получится. И население, пассажиры и мой коллектив получат новый, современный, красивый, комфортный аэровокзал. Вот. Главное начать, но главное все-таки закончить, а не начать. Я надеюсь, что должно получиться у всех у нас. Ну, как ранее было известно, Нерюнгринский аэропорт ждет модернизация. Будет это реконструкция действующего аэровокзала или строительство нового здания, пока неизвестно. Однако интерес к проекту уже проявляет компания «Колмар», резидент территории опережающего развития Южной Якутии, поэтому просвет есть. Ну, возможно, история с Нерюнгринским аэропортом, заброшенными стройками, долгожданной модернизацией попадет в авиалетопись. Кто напишет, вопрос открытый. Остается надеяться, что такой же фанат своего дела, как Иван Негенбля, историк якутской авиации. На днях он презентовал 3-й том истории воздушного транспорта Якутии. Книга охватывает период с 1925 года и до 1985. 200 фотографий, которые попали в издание, раньше нигде не публиковались. Ну а сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Наташа в опасности. В Якутске воруют портативные гаражи. Покажем, как сохранить имущество. Якутск – лучший город России, считают известные блогеры и путешественники. А что думают сами якутяне? Горькая Олимпиада. Отстранение российской сборной перед играми в Южной Корее – это только начало, уверен лыжник Никита Крюк. Мамонты, бивни – экзотика для жителей других регионов России, иностранцев. Этим нужно привлекать туристов, а некоторые выкапывают и контрабанды продают за границу. Кстати, о туризме. В прошлом году в Якутии побывало более 200 тысяч путешественников. Данные приводит Министерство инвестиционного развития республики. Интерес к нашему региону значительно вырос. 6 лет назад поток туристов составлял всего 129 тысяч человек в год. Сегодня цифра перевалила за 200 тысяч. А в 2012 и 2013 годах показатель держался практически на одном уровне – 142 тысячи человек. Однако в 2014 году начинается падение. Причин несколько. Политические разногласия между странами, санкции в отношении России – но уже в 2016 году интерес растет. Тогда произошел резкий скачок почти на 40 тысяч человек. Якутия – один из лучших регионов России, а Якутск – один из лучших городов в стране. Хвалебные отзывы оставляют тысячи туристов. При этом все замечают, жители региона не ценят то, что у них под носом. Так ли это? Наши корреспонденты решили спросить у самих якутян. Есть народы, культура, история, природа, приключения. Все, уникальная природа, это уникальный опыт, конечно. Сами жители должны заботиться о городе. Помойки бросают, мусорят. Ведь везде у нас стоят эти урны. Все же мимо. Поэтому, наверное, все-таки пожелание к жителям Якутска, чтобы они любили свой город. Не повела бы, но, наверное, на квартал не повела бы. Да, на второй. Вот там, по-моему, самая такая у нас помойка, как называется.
много всяких фишек, которых там люди, которые живут в европейской части России, они не знают, там, начиная от ваших, там, то, что машины не глушат, то, что двойные стекла, вот эти трубы, деревья маленькие, все остальное, это на самом деле очень интересно. Про это, кстати, мало кто знает, совершенно вот вы недооцениваете то, что у вас есть. А можно ли, вот не стесняясь, показать город, скажем, приезжим туристам? Можно, почему нет? Да, конечно. Все, абсолютно? Да. Даже 17-й квартал. Почему? Потому что это наша жизнь, это наш Якутск. Центр только можно показывать, не стесняясь. Минусы в отходах, мусор везде. Вопрос с отходами в городе нерешенный. По реке будем на теплоходе Демьян Бедный, Михаил Светлов, Усть-Кут, в Якутске, дальше Тикси. Надо увидеть Тикси и умереть. Да? Какие достопримечательности? Ну, конечно, не бывал далеко в севере, на севере. Ну, Аймяканскую, конечно, Аймякан село – это одно из самых наших достопримечательностей. Масса мест красивых, которых нельзя увидеть нигде. Животный мир уникальнейший. Ну, конечно, природой и наличием таких уникальных природных мест, те же Ленские столбы, например. Ну, река Амга. Это вообще красота. У меня скандинавцы, шведы, бывают сейчас американцы тоже. И они это тех, которые уже увидели весь мир. Для них это последние точки на карте, где они не были. Мне кажется, бассейнов не хватает у нас летом. Бассейны были бы вот хотя бы вот на 203-м микрорайоне, вот так вот, было бы вообще здорово. Нужно как минимум это вот отремонтировать парк и построить еще один парк этих развлечений. Город развивается так же, как и все остальные города, когда ты видишь, ну ладно, в советское время, да, там те же самые пятиэтажки, ну жалко смотреть, да, потому что есть огромный потенциал, но он не используется. Мне бы хотелось, чтобы Якутск шел как своим путем, чтобы он не был похож на остальные города России, а он похож на остальные города России. Все те же самые проблемы, там, начиная от рекламного мусора, плохого благоустройства, неправильных переходов. Есть ли перспектива у республики стать в будущем такой большой туристической точкой на карте? Да, я думаю, да. Да, конечно. Как патриот своей республики, я считаю, что все-таки это одно из тех направлений, которые мы должны развивать. Я же говорю, у вас есть куча особенностей, которые нужно приглашать людей, приглашать. Это же вообще должен стать главным туристическим центром России. Можно ли назвать город Якутскую лучшим городом в стране? Можно. Да. Чем вам нравится? Мне нравится зима. Больше всего нравятся люди в городе. В других городах был, там такого строительства не происходит. У нас город вообще преобразовывается, красивый такой становится. Но я здесь только недавно живу, а так мне нравится. Аномальные морозы, которые привлекают туристов, наконец отступают. Показатели термометров неуклонно ползут вверх. Жители Якутска ощутили потепление в среднем на 10 градусов. Кому не стоит расслабляться, так это автомобилистам. В столице региона чаще крадут портативные гаражи. Они же одеяло, они же Наташи. Как сберечь имущество, знает Петр Говоров. Ночь. Улица Богдана Чижика. Два невысоких парня присматриваются к припаркованной машине. Через 2 минуты возвращаются. Преступный план созрел.
Иван – хозяин портативного гаража. Лицо просит не показывать. В похищении подозревают соседей. Говорит, потратил на одеяло для машины 7 тысяч рублей. Жаль потраченных денег. Мужчина написал заявление о краже. Ждал. Затем нашел видеозаписи с камер наблюдения. Решил ускорить работу полицейских. Выложил момент кражи в интернет. И мне сразу начали приходить звонки. То, что очевидцы там были, видели, что там, оказывается, гараж лежит на 9 этаже. Там разносчик пиццы позвонил, спасибо ему большое. Ну вот, получается так, своими силами я вот отыскал свой гараж. Как сохранить имущество? Каждую зиму десятки владельцев портативных гаражей ищут ответ на этот вопрос. Автомобилисты закрывают чехлы на замок, цепь, ленту, зажимают колесами. Мелких воришек отпугнет. Не будут тратить время. Более опытных преступников не остановят. Есть тросовой замок, его только специальным инструментом можно отрезать. Есть, который включает сигнализацию автомашины. Портативный гараж намного дешевле стационарных собратьев. Автомобилистам не нужно платить аренду. Накинул одеяло на машину и ушел на работу. Средств защиты около десятка. Специалист показывает 5 основных. Вот это пропускаем через литье. Можем прикрепить вот этот трос даже в 4 сторонах по желанию. Третий вариант – это у нас получается нанесение надписи. 4-й способ – это получается у нас сейчас в данное время мы используем еще противоугонные петли. И 5-й, получается, устанавливаем наши портативные гаражи к штатной автосигнализации. В полиции просят соблюдать бдительность. 40-градусные морозы отступают, но преступники не дремлют. За прошедший 2017 год на территории города Якутска было похищено 14 портативных автоодеял. В ноябре месяца прошлого года сотрудниками столичной полиции была задержана группа лиц, которые по предварительному сговору похитили 8 автоодеял. Нет денег на дорогостоящую защиту гаража? Опытные водители предлагают бюджетный вариант – купить баллончик с краской. Пометьте свои портативные гаражи несмываемой краской, написав номер телефона или номер автомобиля. Обычно преступники крадут те, на которых нет опознавательных знаков. Ну и к другим не менее важным событиям общественные наблюдатели проконтролируют голосование на выборах президента России 18 марта. Это одно из множества нововведений. Наш корреспондент Оксана Устинова разбиралась в теме. Независимый контроль над выборами появился впервые. Теперь добровольцы от общественных организаций будут наблюдать за ходом голосования. Это большой отряд тех людей, которые, мы надеемся, станут помощниками наших участковых и территориальных избирательных комиссий вот в этом сложном процессе выборов в Республике Саха-Якутия. По законодательству их полномочия никак не отличаются от полномочий наблюдателей от политических партий кандидатов. Но прежде чем приступать к своим обязанностям, они должны пройти обучение. Сейчас идет активное обучение общественных наблюдателей. Среди них будут и студенты. Наблюдателей мы формируем преимущественно из студентов, имеющих активную жизненную позицию. Ну, основной костяк, акцент – это у нас студенты юридического факультета юридического колледжа. Наблюдатели представляют народ. В Якутске список общественных наблюдателей практически готов. А к 10 февраля списки должны быть сформированы полностью. Оксана Устинова, Илья Сыромятников, Владимир Павлов, Якутск. Прямо сейчас короткая реклама, и через 2 минуты расскажем об Олимпиаде в Южной Корее и пообщаемся с известным лыжником Никитой Крюковым. Не переключайтесь, будет интересно. Это Якутия день за днем. Подводим итоги недели. Итак, в южнокорейском Пхенчхане стартовали 23-е зимние Олимпийские игры. Российской сборной на играх нет. Мы представлены как олимпийские атлеты из России. Ни флага, ни гимна. Любая символика страны в руках спортсменов запрещена. На церемонии открытия россияне прошли под нейтральным олимпийским флагом. Знамя доверили нести волонтеру, которого предоставил оргкомитет. Наша молодая команда под олимпийским флагом. Девушка-волонтер на ваших экранах. Мы хотим пожелать всем удачи, прежде всего, наши дорогие спортсмены.
Напомним, россиян отстранили от игр из-за нарушений допинговых правил. Россию обвиняют в создании государственной допинговой программы. Почти все призеры и победители Сочи 2014, по словам представителей Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета, принимали допинг. Часть спортсменов пожизненно дисквалифицировали, медали отобрали, хотя доказательства вины вызывают сомнения. Методика отбора, что считать допингом, тоже сомнительна. Пример российского боксера Мишу Алаяна. Лишили серебра летней Олимпиады в бразильском Рио из-за спрея для носа. Там было минимальное содержание запрещенного туаминогептана. Поэтому принимайте лекарства осторожно, иначе не заметите, как силы прибавится. Ну а накануне там же в Южной Корее спортивный арбитражный суд объявил решение по апелляциям 47 россиян на недопуск к Олимпийским играм. Всем отказано в восстановлении. Напомним, ранее арбитраж был более благосклонен к нашим спортсменам. Судьи отменили пожизненные отстранения почти для 30 человек. В этом списке был и якутский лыжник Никита Крюков. С него сняли дисквалификацию и вернули сочинское серебро. О ситуации с отстранением сборной России от зимних Олимпийских игр в Южной Корее, а также о возможных нападках на российских спортсменах мы поговорим с лыжником Никитой Крюковым, который выступает за Якутию. Он сейчас на связи с нашей студией. Никита, здравствуйте. Поздравляю вас, во-первых, со снятием пожизненной дисквалификации, возвращением серебряной медали с Сочинской Олимпиады. Накануне, кстати, стало известно, что шорт-трекисты Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина не допустили к играм в Южной Корее. Спортивный арбитражный суд, который оправдал вас, их апелляции отклонил. Чувствовали ли вы поддержку болельщиков, когда стало известно, репутация восстановлена, медаль вернут? Конечно, безусловно, я слышал поддержку от болельщиков во время тренировок, после тренировок, в обычной жизни. Это звонки, это письма на мой сайт, то есть отовсюду я получал слова поддержки, и все в один голос говорили, что это самая важная победа. Потому что действительно то, что уже завоевано и пытаются отнять, но это подло, это из-под тишка, не знаю, других слов на ум даже сейчас не приходит. Поэтому всем болельщикам, которые проливали слезы за нас, которые ночами не спали, ждали каких-то решений, и зачастую лучше положительных решений, тратили свои нервы. Вот всем вам огромная благодарность, и слава Богу, что наши сочинские медали вернули, и то, что по праву принадлежит нам, оно осталось за нами. А в интервью вы сказали, что победа в суде – это словно выиграть олимпийскую медаль. Почему было такое сравнение? Потому что телефон разрывался ни на минуту, вот в спокойном состоянии не находился, и поэтому вот ощущение, что ты как будто бы еще раз выиграл Олимпиаду. Все звонят, все поздравляют, вся страна, все СМИ, то есть, действительно такое было чувство. Некоторые спортсмены считают, что все, что происходило перед Южно-Корейской Олимпиадой и все, что будет во время соревнований, вся ситуация с нашей сборной, это только начало. Волна нападок усилится к 2020 году, к летней Олимпиаде. На ваш взгляд, от нас когда-нибудь отстанут? Нет, я не думаю, что отстанут. Вы вспомните, что творилось на Олимпиаде в Рио. То же самое все было. И когда Олимпиада в Рио уже прошла, я понимал, что потом возьмутся за зимнюю Олимпиаду. Видите, так оно и произошло. Безусловно, жалко, что наши чиновники в этом плане не смогли предугадать и заранее спланировать какой-то ход. А после только пожимаем уже плоды, которые появились, и приходится там оправдываться, приходится давать людям выбор, ехать, не ехать, то есть, такие, знаете, не очень приятные моменты пошли. Поэтому я считаю, что если сегодня ничего не делать, то и в 2020 году, и в 2022, и, наверное, вот на нас будет обрушиваться постоянно какой-то негатив, какие-то санкции, и не только продовольственные, но уже и спортивные, и неизвестно, что будет дальше.
А вот вы, кстати, сказали про право выбора, когда часть спортсменов допустили к Олимпиаде под нейтральным флагом. А почему-то право этого выбора отдали только спортсменам, ехать или не ехать. Какова ваша позиция? Правильно ли взваливать только на плечи спортсменов такое решение, или это надо было делать коллегиально? Знаете, я думаю, это было сделано следующим образом. Но это мое мнение, оно может быть даже ложным. Но, однако же, я думаю, наши руководители просто проверяли спортсменов, кто на что готов, так скажем. То есть, и смотрели уже большинство, хочет ехать, не хочет, то есть, и исходя из этого уже принимали решение. Видите, ну, практически там безоговорочное количество спортсменов, все сказали, что поедут. И поэтому руководство уже тоже приняло позицию, что надо ехать и выступать, и так далее. Поэтому, конечно, я считаю, что право выбора дали спортсменам. Это потому, что спортсмены выступают на Олимпиаде. Безусловно, им нужна помощь в виде докторов, сервис-персонала, тренеров. То есть всех тех людей, которые находятся рядом со спортом и чья помощь невидима, но она колоссальна. Поэтому, это такие, знаете, вторые люди в спорте, я имею в виду для спортсмена. Поэтому, все-таки спортсмен выступает и хотят слышать его точку зрения, и дали такой выбор именно спортсменам. Вот вы, кстати, решили не ехать на Олимпиаду, и вы не единственный спортсмен-зимник, кто сказал, что не поедет, потому что нет российского флага. Для вас это настолько важно? Для меня это очень важно. Знаете, я не сразу написал у себя на сайте свою позицию. Я следил даже в прямом эфире, когда впервые МОК вынес такое решение, когда наш представитель, наш президент президент Олимпийского комитета или директор, я уж могу ошибаться, то есть присутствовал на этом собрании, и все это я смотрел в прямом эфире. И, конечно, после решения я очень переживал, плохо ночь спал, думал, всякие разные мысли приходили в голову. Однако же через день или через два я у себя на сайте написал свою позицию и взвешивал все за, против. Но то, что я написал, я от своих слов не отказываюсь. И действительно для меня важно выступать именно под флагом своей страны, в которой я вырос, которая вложила в меня не только деньги, но и инфраструктуру. То есть все последующие шаги, которые я делал, это благодаря развитию того спорта, который был в моем регионе. Поэтому я считаю нужным, как дань спортсмена, отдать вот этот долг именно своей стране. То, что сейчас ребята выступают под олимпийским флагом, я их ни в коей мере не осуждаю, это их выбор. Они проживают свой спортивный век и хотят добиться там какого-то результата. Но если объективно смотреть на эту Олимпиаду, эта Олимпиада стала, знаете, шоу, большая тусовка по приглашению. И печально, что нас туда не пригласили, не позвали, а позвали только там определенный круг спортсменов. В основном это все молодые спортсмены без опыта участия в Олимпиадах. Поэтому надеяться на урожайный сбор медалей, это будет очень ошибочно. Ну и, конечно, в конце хочется услышать от вас слова в адрес якутских болельщиков, которые переживали за вас и ждали решения спортивного арбитражного суда. Якутским болельщикам хочу пожелать терпения, мужества. Вы очень стойкий народ. Эволюция это показала. И несмотря на такой лютый мороз и летом знойную жару, вы живете, выживаете и еще дадите нам всем очень большую в этом плане фору. Поэтому желаю, чтобы на вашей улице был праздник, так же, как и у нас получилось отсудить наши медали
сочинские. И все те слезы, которые вы лили, смотря Олимпиаду, они были не напрасны. Это были искренние, честные слезы, и мы также отдавались полностью этой Олимпиаде. То, что мы вернули себе первое место, оно по праву принадлежит нам, и пусть ни в ком из вас не будет ни грамма, ни доли сомнения, что мы нечестно завоевали свои победы. Поэтому решение КАС нас оправдало, я этому, безусловно, очень рад. И очень рад, что вы все меня поддерживаете. От себя лично хочу сказать, что в апреле месяце также постараюсь приехать на гонку звезд, и у вас будет опять уникальная возможность увидеть, потрогать, побегать вместе со мной. Спасибо, Никита. Обязательно ждем вас в апреле. На связи с нашей студией был чемпион Ванкуверской Олимпиады, а также серебряный призер Олимпийских игр в Сочи по лыжным гонкам Никита Крюков. Отметим, что среди российских болельщиков на Олимпиаде в Южной Корее множество якутян. Они отмечают, к россиянам нет предвзятого отношения на играх, все доброжелательны. Согласилась сделать. Привет россиянам и якутянам из Кореи! Россия вперед! Но хочется завершить выпуск тоже спортом, но хочется напомнить, мир не крутится вокруг Олимпийских игр. В Якутии сотни атлетов, которые не относятся к олимпийцам, но успешно представляют нашу страну на международном уровне. Наш корреспондент Кристина Якупова пообщалась с представителями единоборств, национальных видов спорта и многократным чемпионом мира по шашкам. В кикбоксинг Николай пришел в 19 лет. Уже поздно, считают некоторые тренеры. Через пару месяцев вышел на ринг. Тренировался парень в Якутском сельскохозяйственном техникуме. Затем попал к Андрею Алексееву. Опытный тренер сразу разглядел в невысоком парне настоящего чемпиона. Результаты не заставили себя ждать. В 2017 году и до этого я всегда пытался стать чемпионом страны. И никак не удавалось до 2017 года. В 2017 году я в Калининграде стал чемпионом России. И в составе сборной уже поехал на чемпионат мира. Не руками и ногами, бьет зорким глазом. Асим Павлов с блочным луком не расстается уже 10 лет. Начинал тренировки с классического громоздкого лука. 5 лет назад взял в руки блочный. Он гораздо меньше. В тот же год Асим выиграл первенство России. Сегодня парень член сборной страны. Я пришел в 6 классе. Первый мой тренер – это Олесов Борис Борисович, Дюша 4. Он меня тренировал. Потом я бросал. То приходил, то бросал. И потом в 2013 году я пришел сюда, в Дахсун, в спорткомплекс Дахсун. И моим вторым тренером стал Владимир Иванович Алексеев. И он мне дал блочный лук и начал тренироваться. Рывок, еще один, так до бесконечности. Работа до 7-го пота. Масс-рестлинг для студентки Маши начинался как хобби. Сегодня тренировки, как у профессиональных спортсменов. Якутское перетягивание палки на пике популярности. Турниры проводят в России и Америке. Чемпионат мира собирает сотни атлетов. Тренировки сложные, признается Мария. Во время поединка иначе это не назовешь. Задействованы все группы мышц. Это якутский вид спорта. Она раньше была только для парней, для мужского пола. А женщины у нас вообще недавно это вид спорта. С каждым годом становится все популярнее. А сейчас у нас в группе 20 девушек. Вот раньше было, 5 было только. Сосредоточен и немногословен. Гаврил Колесов, многократный чемпион мира по шашкам, продумывает каждый ход. Шашки – один из самых сложных видов спорта. Ведь нужно несколько часов подряд решать проблемы, возникающие за доской. У новичка в голове не более 5 простых комбинаций. У гроссмейстера сотни вариантов игры. Гаврила в шашки привела мама, работала в детском саду и обучала азам необычной игры. Шашки начал заниматься с 5 лет, но играть начал
заниматься начал с 8 лет. Ну, до сих пор играю в шашки. Сейчас являюсь тренером ШВСМ. Отвечаю за взрослую команду нашей республики. Этих дисциплин нет в олимпийском списке. Атлеты не отбираются на главные старты четырехлетия. Однако блистать на мировых аренах это им не мешает. За ситуацией с отстранением российских спортсменов от игр в Южной Корее и поездки под нейтральным флагом следят внимательно, переживают. Нам нужно, я думаю, всем пересмотреть позицию государства в отношении олимпийских или неолимпийских видов спорта. Нужно ли вообще вмешиваться государству в политику олимпийской программы? Очень люблю спорт и за другие виды спорта болею, слежу за выступлениями наших спортсменов. Но очень плохо, что вот такая сложная ситуация с допингом. Я считаю, каждый вид спорта имеет право на жизнь. Если нас включат, кикбоксинг включат в Олимпийские игры, было бы хорошо, конечно, для нас, для тренеров, для спортсменов. Я бы не растерялся, человек готовился, и буду готовиться к высшим результатам. Если даже начнется такая суматоха, я бы, думаю, выступил бы. Кристина Якупова, Владимир Павлов, Якутск. Такой была уходящая неделя. Наши корреспонденты следят за главными событиями день за днем. До свидания. Меня зовут Никита Кузнецов. Я финалист всероссийского музыкального проекта «Новая фабрика звезд». Родился я в Нерюнгри. Здесь научился делать музыку, писать текста. Мое творчество пронизано местами, где я вырос. Я люблю Якутию.